Будет и эхо, на то мы и партнеры. Время выбирать. На Эхе Москвы в Уфе. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы начинаем второй выпуск радиопередачи «Время выбирать». С вами ее ведущий Ренат Факиев, руководитель башкирского отделения Всероссийского движения в защиту прав избирателей «Голос». А также с нами сегодня на связи Евгения Куцуева, кандидатка в депутаты Госдумы Российской Федерации. Евгения, добрый день. Здравствуйте, Ренат, здравствуйте, все радиослушатели и все, кто смотрит нас в прямом эфире «Эхо Москвы». Еженедельно по пятницам с 2 часов до 2:30 мы освещаем избирательные кампании, которые проходят на территории Башкирии, которые завершатся, к нашему сожалению, трехдневным голосованием с 17 по 19 сентября. Мы рассказываем про важные детали избирательного процесса, разбираем термины, связанные с выборами, обсуждаем с экспертами и кандидатами в депутаты важные темы, а также в конце каждой передачи отвечаем на вопросы слушателей, поступающие из соцсетей. Вопросы можно будет посылать в комментариях к ролику, который мы выложим в YouTube после передачи, а также можно лично мне задать в Фейсбуке и Инстаграме. Тема сегодняшнего выпуска – это сбор подписей. Напоминаю, что сейчас по всей России началась избирательная кампания в Госдуму Российской Федерации. От Башкирии мы выбираем 6 депутатов. Одновременно в Уфе началась кампания выборов в Горсовет – это 36 депутатов, а также в 3 районах Башкирии пройдут до выборов в Курултай. Это 3 места. Одновременно в сельсоветах по всей Башкирии и в горсоветах Белорецкой и Бирской избираются 303 депутата в рамках 173 избирательных кампаний местного уровня. Короче, ребята, нас ждет жаркое предвыборное лето. Переходим к новостям выборов. Первая новость от Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Сразу о плохом, друзья. Начнем, к сожалению, новости у нас нынче такие. Центр избирком на заседании 14 числа утвердил порядок применения видеонаблюдения на избирательных участках в ходе предстоящих выборов депутатов Госдумы. Видеокамерами будут оснащены около 50 тысяч избирательных участков. Всего их, напомню, около 97 по всей России. То есть чуть больше половины участков будут оснащены видеонаблюдением. Видеотрансляции с избирательных участков на выборах в сентябре будут доступны для всех участников избирательного процесса. Об этом журналистам в среду сообщил зампредседателя Центра избиркома России Николай Булаев. Странно, что господин Булаев ко всем участникам избирательного процесса не отнес самую многочисленную ее часть, а именно избирателей. Ведь именно они в итоге не смогут наблюдать за ходом трехдневного голосования. А все почему? Потому что видеотрансляция будет доступна для всех кандидатов, одномандатников и участвующих партий. Видеотрансляция будет доступна в участковых избиркомах, территориальных избирательных комиссиях, избиркомах субъектов федерации, например, в ЦИК РБ, ну и в 86 центрах общественного наблюдения. Ребята, напоминаю, что раньше это видеонаблюдение было доступно абсолютно всем, кто хотел, мог зайти на портал и абсолютно, что называется, без смс-регистрации посмотреть, как проходят выборы. Вот, соответственно, ну вот такая ситуация, такие вот новости свежие и не очень хорошие. Евгений, как ты думаешь, как это повлияет в итоге на сам ход выборов и, главное, к доверию к выборам? Как это у избирателей? На самом деле это делегитимизирует процесс полностью. А делать так, чтобы смотрели кандидаты и члены избирательных комиссий, ведь камеры нужны для чего? Чтобы показать, что выборы проходят честно. Именно об этом Путин говорил, когда запускал этот проект, я напомню. Да, поэтому это прямое противоречие даже словам Путина. Поэтому не знаю, зачем они так сделали, но это глупо. В общем, все в шоке. Смотрим, как это все получится. Вот, идем дальше. Новости различные, тоже федеральные есть. Например, у независимых кандидатов в депутаты различных уровней начались проблемы, к сожалению. Давайте немножко поговорим об этом. Вот в Липецке, например, на выборах в Горсовет города Липецк независимому кандидату полиция просто-напросто незаконно доставила в отдел при сдаче подписи в поддержку свою, да, и отобрала подписные листы, фактически не дав кандидату сдать подписи, просто по беспределу. Официально ничего ему не предъявляли, разумеется. В Перми кандидата на выборах тоже в Горсовет сняли с выборов, но в территориальной комиссии отказались объяснить, почему. Ведь в документе о снятии были персональные данные, причем, что характерно, его же персональные данные, поэтому ему отказали. Одновременно члену комиссии от его члена комиссии тоже не дали эти самые документы, потому что же там персональные данные, разумеется, на этот раз чужие, потому что это его кандидат. Вот такая вот зацикленность получилась. Не дали документ ознакомиться с объяснением, почему же не зарегистрировали. В Мурманске кандидатку в Горсовет Роспотребнадзор на этот раз желает незаконно поместить в больницу, хотя она уже выздоровела после коронавируса, и у нее есть справка с отрицательным анализом на коронавирус. А Роспотребнадзор по суду требует отправить фактически на принудительное лечение. Что характерно, все эти кандидаты, они идут в различные горсоветы.
в своих регионах, в городах. Вот. Евгений, как ты думаешь, будет ли у нас что-то похожее в наш горсовет города Уфы, или у нас, как всегда, пойдет все тихо и мирно? Ну, вот сегодня Говоря. я уже читала новости о том, что подготовлен спойлер Аллы Яковлевой, Надежды Яковлева. Технология настолько устаревшая, что она использовалась 20 лет назад, ничего не поменялось. Я думаю, у всех, у кого будут шансы, а они есть у всех, кто ведет активную избирательную кампанию, рано или поздно такая ситуация может случиться. Но здесь очень важна поддержка людей. А если такое происходит, собирать подписи, поддерживать своего кандидата надо еще более активно, чтобы он все-таки прошел. Хорошо. Переходим к новостям выборов, собственно, в Горсовет города Уфы. Продолжается прием документов от кандидатов и от партий в депутаты Горсовета города Уфы. На 15 июля подали документы по 18 одномандатным округам следующие кандидаты самовыдвиженцы: Бирюков Леонид Олегович, Яковлева Алла Анатольевна, Марыч Иосиф Михайлович, Файзрахманов Ильдар Радикович, Андрианова Марина Александровна, Разе Ян Викторович, Хазигалеев Артур Валерьевич, Козырев Сергей Николаевич и Яковлева Надежда Николаевна. От партии выдвинулось 6 кандидатов. Родина выдвинула, ЛДПР 17 кандидатов почти во всех округах, Единая Россия 16 кандидатов, Яблоко выставила одного кандидата. Партийные списки по единому округу подали партия Родина, ЛДПР, Справедливая Россия, Патриоты, которые они же за правду, такая вот объединенная партия, напоминаю, Единая Россия подала, разумеется, и Новые люди. Эта партия впервые участвует в избирательных кампаниях на территории Башкирии. Евгений, скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь, например, список и участие вообще новых людей и их список? Потому что я посмотрел по списку, вроде как люди там идут действительно новые и в политике ранее незамеченные. Вы знаете, если говорить правду, я оскорблю эту партию. А говорить неправду, как автор книги про практическое пособие для российского политика, я не могу. Хорошо. Я считаю, что я бы не голосовала за эту партию. Хорошо. Прием от партии кандидатов в депутаты Горсовета Уфы 5-го созыва осуществляется, прием документов от кандидатов и партий в депутаты Горсовета 5-го созыва осуществляется в помещении городской избирательной комиссии города Уфы. Находится она на улице Свердлова, 84 до 22 июля. Происходит, если кому-то интересно, не забудьте, что 22 июля последний срок. В следующих передачах, после завершения приема документов, мы расскажем подробнее о кандидатах и партиях, которые участвуют в выборах. Там уже начались интересные подвижки. Ну, вот, например, классическое, ты уже заметил, что в 13-м округе, это в 13-м округе проходит Горсовет Уфы, где выдвинулась сначала известная общественница Алла Яковлева, выдвинулась кандидат самовыдвиженец Яковлева Надежда Николаевна. Вроде как никому не известная, но типичная технология, когда есть активный человек, который выдвигается, обычно это самовыдвиженец, независимый, и против него выставляется одного, а то и двух, если повезет, то и трех однофамильцев, а то и тезок. Вообще, это делается для чего? Для того, чтобы при голосовании их перепутали, да, и таким образом отнять некие проценты от активного кандидата. Скажи, пожалуйста, Евгений, вот по твоему опыту, можно ли таким образом хоть сколь-нибудь существенное количество голосов отнять? Или это так, пару процентов и на уровне? Более того, это именно так и работает, и я описывала тоже в книге эту ситуацию. В Бурятии это проходило. Там вообще человек, спойлер, поменял специально фамилию на фамилию кандидата, который шел от КПРФ, Даже так? имя его было первое, буква была раньше по алфавиту, и он таким образом в бюллетене оказался перед реальным кандидатом и реально отнял его проценты. Я лишь радуюсь только тому, что в моем случае такое сделать просто нереально, потому что найти вторую Куцуеву, учитывая, что все мои родственники, не представляется возможным. Поэтому для меня такая технология не сработает. Понятно. То есть для того, чтобы это сработало, нужно, чтобы не просто однофамилец был, но желательно по списку, по алфавиту, он был просто наверху в бюллетене, получается, выше. Не обязательно, важно, чтобы человек не запомнил полностью. Считается, это вот для избирателя, который не сильно погружен. Он что-то слышал, что есть такая фамилия, а связки фамилии с именем нет в его сознании, и он ставит за знакомую фамилию. Фактор узнаваемости срабатывает, получается, в минус. Понятно. Хорошо. В общем, на самом деле, я уже слежу за этим. У нас на каждых выборах горсовета последние несколько лет это происходит. На выборах в Чешминский сельсовет это происходит. В общем, происходит это регулярно. Я что предлагаю? Если мы видим, что выдвижение происходит кандидатов двойников, будем считать это знаком отличия выборов. Это значит, что выборы будут интересными, потому что тот, кто хочет победы или поражения какого-то кандидата, он считает, что стоит потратить свои усилия, потому что это же не просто так делается, найти человека, организовать там документы и так далее. И это значит, что это очень интересный выбор, и стоит к ним внимательно присмотреться. Чекмагушевский район, Руслан Нурдинов, целых 3 кандидата Нурдинова было. По-моему, рекорд был, когда
Причем полные тезки, они там были, фамилия и имя. То есть прям вот спутать, не зная отчества, очень легко. Вот, ну, это, конечно, нам будет интересно, пока кандидатов не снимут просто по беспределу, как обычно это бывает, но это будем посмотреть чуть позже, друзья. Сейчас мы все-таки немножко на другой стадии. Итак, переходим к рубрике «Термин дня». В рубрике «Термин дня» мы разбираем различные термины, которые употребляются для описания тех или иных аспектов избирательных кампаний. Вот сегодня давайте немножко с азов, да, это избирательное право, такой коренной термин, который используется очень часто в описании тех или иных процессов, их оценки, как это все, качество этих процессов и так далее. Что такое избирательное право? Граждане государства обладают субъективным избирательным правом. Оно бывает активным и пассивным. То есть каждый человек имеет и активное, и пассивное избирательное право. Активное избирательное право – это право избирать. Пассивное избирательное право – право быть избранным. Но оказывается, что эти права были даны всем и всегда одинаковые, так как в России довольно давно избирательное право всеобщее и равное. Формально, по крайней мере. Но так было далеко не всегда. Например, раньше были многочисленные цензы, которые не допускали до выборов ту или иную группу граждан по различным признакам. По полу, по расе, по возрасту, по доходу, по сословию, и так далее. Много было разных цензов. И только в середине 20 века примерно избирательное право стало равным и всеобщим, в среднем по миру. Хотя, например, в Европе только к 1991 году в Швейцарии наконец-то полностью все кантоны приравняли женщин в избирательных правах к мужчинам. А в арабских монархиях только к начале 2000-х годов женщины получили избирательное право. Так что выравнивание до сих пор происходит, и вроде как наконец-то везде более-менее выровняли эти избирательные права. Так что каждый из нас, друзья, который старше 18 лет, разумеется, в России, имеет право избирать, и многие из нас имеют право быть избранными. Так что не стесняемся и пользуемся своими правами. Не зря же за них боролись столько лет многие поколения правозащитных движений. Друзья, это очень важно, избирательное право, оно есть у нас у всех, у многих, так что надо им пользоваться, не забывать и проголосовать, и если есть желание и возможность участвовать в избирательных кампаниях различного уровня. И переходим к нашей рубрике «Энциклопедия выборов». В ней мы рассказываем подробно о различных этапах избирательных кампаний. Идем по хронологии, и теперь сегодняшняя тема «Энциклопедия выборов» – это сбор подписей в поддержку кандидатов. Очень яркая, очень жаркая тема во всех смыслах. В прошлый раз мы рассказывали о том, какие виды избирательных систем используются на выборах в России. Повторим, потому что это нужно нам для сегодняшней темы. Мажоритарная система – это голосование по фамилиям за кандидатов. И пропорциональная система – это голосование за партии. Напомню, что в Госдуму Российской Федерации и Горсовет Уфы выборы проходят по смешанной системе. Половина мест распределяется среди кандидатов по фамилиям, которые выигрывают в одномандатных округах. В Госдуму, напоминаю, 6 мандатов из 225 в Башкирии распределяется. В Горсовет 18 мест из 36 распределяется среди одномандатных кандидатов. А вторую половину мест, 225 в Госдуме и 18 в Горсовете, распределяют партии, преодолевшие барьер в 5% голосов. Но дополнительно мы не забываем, что партии, получившие больше 3% на выборах в Госдуму, получат также ежегодное госфинансирование в размере 152 рубля за каждый голос. Такой вот приятный бонус для тех, кто добился. Для регистрации кандидата или партийного списка необходимо выполнение определенных действий. Это сделано для того, чтобы отсеять тех кандидатов или партий, которые не имеют действительных намерений участвовать на выборах. Во всем мире используется система избирательного залога, то есть денежная сумма, которая возвращается только кандидатам или партиям, набравшим не менее определенное количество голосов. И в меньшей степени, например, из 47 стран Совета Европы всего лишь 26 стран используют систему сбора подписей от избирателей. В России до 2009 года использовались обе системы, но после осталась только система сбора подписей избирателей, или муниципальных депутатов для выборов главы региона, для прохождения процедуры регистрации кандидата. По закону количество подписей составляет для выборов в Горсовет 0,5% от числа избирателей данного округа, для выборов в Госдуму 3% от числа избирателей данного округа. В Уфе средний округ на выборах в Горсовет составляет примерно 45 тысяч избирателей, что дает среднее количество подписей, необходимо собрать 225 штук. Но для Уфы конкретно максимальное количество 307, это в округе номер 5 Кировского района, а минимальное 177 в округе номер 16, это Советский район. А для выборов в Госдуму при количестве зарегистрированных избирателей примерно 500 тысяч человек на округ, может быть чуть больше, это 15 тысяч подписей. Таким образом, количество подписей для выборов в Горсовет не является большой проблемой. А вот для Госдумы это уже существенное количество, особенно учитывая, что этот сбор нужно осуществить на значительной территории, а для многих округов это не только один город, но еще и прилегающие сельские территории, а иногда и не прилегающие, а довольно далеко отстоящие, зависит от того, как округ нарезан. Да и времени на это выделяется не так уж много. Вот как раз об этом мы поговорим. Напомню,
4 августа, да, завершается, собственно, процедура сбора подписей. Потом подаются они на проверку. Небольшим светлым пятном в этой всей процедуре стало нововведение о том, что часть подписей можно собрать через госуслуги. Такая возможность пока предусмотрена только для выборов регионального уровня. Таким образом, можно собрать и не более половины необходимых подписей. Вот такое ограничение есть. В Башкирии эта возможность пока недоступна, так как региональное законодательство пока наши региональные законодатели не внесли изменения в Кодекс о выборах Республики Башкортостан, поэтому не работает у нас пока эта возможность. И поэтому мы по старинке собираем ручные подписи. И Евгений нам сегодня об этом чуть подробнее расскажет. Но даже если вы собрали необходимое количество подписей в поддержку своего движения, это еще ничего не значит, так как многие независимые кандидаты из года в год сталкиваются с одной и той же проблемой. При проверке многие подписи забраковываются, причем ровно с такое количество, которого хватает для того, чтобы признать нехватающим количество оставшихся подписей. Прям вот очень ровно все это считается. Часто это делают по надуманным предлогам, что приводит к тому, что приходится отстаивать и доказывать честность подписи даже через суд. Вот, например, в 2019 году на довыборах в Горсовет Уфы у Лилии Чанышевой была превышена допустимая доля брака, это называется. Ей насчитали 11%, когда разрешенный предел 10%. Вот аккуратненько срезали, что называется. Вот так вот разумный инструмент, который не дает выбор превратить в площадку для саморекламы, превратили в инструмент отсева неугодных кандидатов и партий. Друзья, в ролике мы приложим ссылки на более подробные документы, которые описывают некоторые интересные случаи, некоторые детали всей этой процедуры. А теперь мы переходим к рубрике «Гость передачи». И сегодня у нас гость передачи – это Евгения Куцуева, самовыдвиженец, кандидата в депутаты Госдумы Российской Федерации по одному из округов, по одному из 6 округов, которые, собственно, в Башкирии находятся. Евгения, несколько вопросов есть, которые я хотел бы обсудить, поэтому давайте начинать. Если есть что-то добавить к вышесказанным новостям, можно тоже комментировать. Итак, скажите, пожалуйста, Евгения, с какими проблемами столкнулись на первых этапах избирательной кампании? На самом деле мы двигаемся. Ключевая проблема, она вовсе не в противодействии системы, а в том, что нужно в очень ограниченное время убедить людей в том, что от их подписи, от каждой нашей подписи что-то зависит. Вот это самая большая сложность. Чтобы понимали, как это все происходит, я выдвинутый кандидат по Уфимскому одномандатному округу номер 3. Это 490 тысяч избирателей, нам необходимо 3% от числа жителей округа. И тогда, то есть, как выглядит сама процедура? Выдвижение, регистрация и, собственно, выборы. Вот на выдвижение нужно весь пакет документов собрать, отдать, и чтобы это было все правильно оформлено и принято. С этим этапом я справилась. Регистрация. С момента, как этот этап проходит, открываешь избирательный счет, туда кладешь деньги, и только с этого избирательного счета печатаешь необходимое количество подписных листов. В каждом подписном листе содержится 5 подписей избирателей, и сложность еще заключается в том, что все должно быть оформлено очень и очень правильно. Например, не допускаются сокращения, человек должен сам своей рукой все писать, не допускаются исправления, даже если он попытается там исправить свою же дату, это может быть воспринято как исправление. Где-то, если там одна подпись недействительно бракуется весь лист, то есть все 5 подписей, это нужен огромный контроль, огромный человеческий ресурс. Вот. И очень-очень большое желание все это сделать. Плюс время, отведенное на этот сбор. Это самый главный ограничитель. К сожалению, мы не вошли, Курултай не принял закон, и на региональном уровне, на федеральном, как я уже говорила, этого еще не существует, что можно поставить электронно через госуслуги свою подпись. Понятно, для чего это сделано, для того, чтобы не облегчать вот этот заградительный барьер. Но люди очень часто спрашивают, как поставить подпись электронно, потому что, по идее, если было бы электронно, мы бы уже собрали все сейчас. Но поскольку физически нужно дойти до человека, физически до тебя должен дойти человек, своей рукой все это поставить, сделать это правильно, ошибешься, переписываешь, если ошибся, там все подписи бракуются. В этом сложность. Да, это очень много, да? 16 тысяч подписей, насколько я помню, нужно собрать. 15 тысяч подписей, да. Это 3200, 15 591, это максимальное количество подписей, которые можно принести. И вот здесь тоже система. Если вдруг окажется, как у Лилии Чанышевой, да, процент брака там 11, а нужно 10,
там в нашем случае там 5%, да, у тебя нет резерва запаса этих подписей, потому что законом четко оговорена норма, которую ты должен сдать, и максимальная планка. Там запаса 400-500 подписей в разных округах по-разному. То есть подвести аккуратненько всегда можно, если вот как бы есть задача не допустить. Но это требует от нас, как от кандидатов, как от руководителей штаба, от всех наших сборщиков, максимальной внимательности к заполнению. Это снижает скорость, но улучшает качество. И все вот наши подписи – это абсолютно живые люди. Да, и действительно с сотнями людей общаюсь каждый день. Вот такая вот полевая жаркая действительно компания, 36 градусов. Вот у нас пришлось на это время каждый день 35-36 градусов на улице, но нам это не мешает. Да, мы за вами следим активно. Спасибо большое, что рассказываете нам подробно. Но вопрос такой. Вот, допустим, в Уфе собрать, кажется, можно, плотность населения высокая, можно выйти в проходной, например, в гостиный двор, да, получается, на площадь и собрать там удобно в центре города, опять-таки. Но, насколько я знаю, ваш округ, он еще, кроме Уфы, включает и сельские районы, и вы тоже собираете там. Это сильно сложнее, я правильно понимаю? Тут хороший вопрос, потому что в Уфе, если ты, допустим, собираешь в холодную и говоришь, что вот я независимый кандидат, подходишь к людям, не все готовы сразу поставить подпись, сначала знакомиться с тобой, с твоей избирательной программой, а в районах иначе. Те сборщики, которых там знают, которые пользуются доверием, они сами рассказывают, и вот и там это происходит, как ни странно, быстрее. Быстрее собирается. Окей, да. Скажите, вот такой вопрос возникает всегда. Должен ли избиратель, который хочет вас поддержать, быть именно прописанным в том округе, в котором вы выдвигаетесь? Или можно вот рядом, что называется? Нет, только вот в моем случае это Советский, Кировский и Демский районы Уфы, несколько районов близлежащих к Уфе и вот 3 района относительно удаленных от Уфы. Вот. Только именно прописанных, не проживающих, а именно по прописке, по паспорту. Да, только по паспорту, только по прописке, да. И очень важный вопрос, на самом деле, он возникает довольно часто. Нужно ли лично кандидату собирать подписи за себя? Или можно оставить команде, и пусть команда работает, что называется, а вы пока будете заниматься другими важными делами? В теории считается, что можно сборщикам все доверить, но на практике, вот я вижу, я там вышла, собрала 70 подписей, человек видит меня, я вот вживую перед ним, может у меня все спросить, уровень доверия другой. Когда к нему обращается наш сборщик, ему еще нужно рассказать, кто я, то есть, понятно, что 16 тысяч физически ты один не соберешь, поэтому здесь нужно комбинировать это все и, вести в том числе очень большую информационную кампанию, каждый раз отвечать на вопросы, каждый раз вести прямые эфиры. И на самом деле, когда человек видит, что ты действительно в это время, в одно и то же время около гостиного двора стоишь, чтобы можно пообщаться. Ко мне приходит студент, говорит, мы читали вашу программу, вот это вот мы здесь согласны, а вот здесь мы еще хотели бы дополнить. То есть люди включаются в это обсуждение, после этого ставят свои подписи. Отлично. И вопрос к завершению передачи. Наверняка вы следите за новостным фоном, который окутывает, собственно, начавшуюся по всей России избирательную кампанию. Также у вас есть опыт участия в более ранних избирательных кампаниях разного уровня. Скажите, выборы 2021 года в лучшую или в худшую сторону отличаются от выборов, например, 2016 года, если сравнить выборы в Госдуму? Для меня в лучшую, потому что идти как независимый кандидат оказалось гораздо проще. Ты не зависишь от решения партии, которая может тебя снять, и ты зависишь только от выбора людей. Люди поддерживают, пройдешь, право знаешь, пройдешь, способен отстоять свои интересы, пройдешь. В этом смысле, вот оценивая кампанию 2016 года, 2019 года, когда были выборы на пост главы Республики Башкортостан и 2021, мне лично как кандидат комфортнее. А вот что будет происходить, я, наверное, скажу 4 августа, когда кончится срок, да, и в течение 10 дней, когда наши подписи будут проверять. Вот тогда можно будет уже сознанием дела сказать, насколько эта кампания отличается, лучше, хуже. Пока вот у нас процесс, ежедневный процесс сбора подписей. Отлично, тогда переходим к ответам на вопросы слушателей, которые поступили к нам в соцсетях
Первый вопрос был из Фейсбука от Фасхудинова Вячеслава. В свете последнего нового закона о признании экстремистскими ряда организаций многие граждане лишились избирательного права, как лица, как финансировавшие лица и как поддерживавшие их лица. Почему этот закон не оспаривается в Конституционном суде? Ведь эти люди совершили действия до принятия этого закона, что противоречит статье 54 части 2 Конституции Российской Федерации. Ответ на этот вопрос нам подсказал Аркадий Ефимович Любарев, наш эксперт движения «Голос», многолетний эксперт, который участвует в выборах еще с 1988 года, еще с времен Советского Союза. Мы надеемся, экспертное сообщество надеется, что закон этот оспорит. Пока еще нет возможности, потому что новому закону для оспаривания в Конституционном суде надо пройти апелляцию и кассацию. Это по новому тоже правилам получается. Вот так что ждем. Ребята, не волнуйтесь, мы над этим работаем. Вот такой еще вопрос был от Разифа Абдуллина, известного журналиста, тоже из Фейсбука, нам задал. Каков режим работы судов по закону и на практике? Вот тут позвольте немножко пошире, да. Суды работают в режиме коронавируса, получается, да, есть процедурные ограничения, но есть еще и практика. Вот за 2020 год осудили всего 58 человек по всяким избирательным статьям, что называется. Вот примерно статистика такая. Отдельно в ролике мы вам покажем ссылочку на статью подробную, которая окажет более подробно по России, какое распределение. Евгения, мы заканчиваем потихонечку. Какие-то есть у вас пожелания от кандидата избирателям? У меня только одно пожелание. Пожалуйста, не упустите этот шанс, это окно возможности ровно в 17 дней. Шанс на регистрацию впервые в Башкортостане независимого кандидата вне партий. Следующего такого шанса придется ждать 5 лет, если кто-то захочет повторить этот путь, да, а то может и никогда не дождаться. Сейчас есть реальная возможность, поэтому подпишитесь на меня. Каждый день я публикую график сбора подписей. Одно и то же время, одни и те же точки сбора. Пожалуйста, вот свою силу осознайте сейчас, силу вашего голоса. Спасибо большое. На этом мы завершаем вторую передачу первого сезона. Вскоре запись будет опубликована на YouTube, и в описании к ней вы найдете ссылки на Москвы